смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава района Сергей Дегтяренко в рамках Дня контроля, который прошел сегодня, проверил, насколько коммунальщики справляются с уборкой снега. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Платить или не платить? Вопросы начисления платы и выпуск квитанций за услугу ТКО обсудили в рамках прямой линии. Полонез, полька, вальс. Городской дом культуры «Горизонт» принял в своих стенах кадетский бал. Лыжный марафон и первенство по самбо. Достижения сосногорских спортсменов. Практика начинать рабочую неделю с личного осмотра территории руководителем муниципалитета, похоже, становится постоянной. Вот и этот понедельник Сергей Дегтяренко начал не в кабинете, а во дворе 3-й городской школы. По программе «Антитеррор» здесь недавно были установлены автоматические ворота, которые значительно уменьшили количество несанкционированных проездов на территорию школы. По этой же программе в 5 местах по периметру школы установлены металлические калитки с замками. В перспективе, говорит директор Тамара Ручкина, приведение в соответствие и ограждение школьной территории. На сегодняшний день вся территория оснащена камерами видеонаблюдения. Входы и выходы контролируются, а запись ведется в высоком качестве и хранится на сервере более месяца. В связи со снежной даже по северным меркам зимой Сергей Дегтяренко поинтересовался, справляются ли образовательные учреждения с очисткой территорий. В школе рассказали, что в штате учреждения 2 дворника, и с сверенной им задачей они справляются. Очистка пришкольной территории от снега производится регулярно. Такая же ситуация и на территории детского сада номер 9. Всю территорию, включая и площадки для прогулок, обслуживают штатные дворники. Родителей не привлекаем, говорит заведующая детсадом, а вот субботники иногда устраиваем. Глава обратил внимание заведующей на своевременную очистку от снега кровли, чтобы весной избежать проблем с наледью и возможными протечками. В детском саду заверили, что этот вопрос у них стоит на особом контроле. Следующий контрольный пункт – семейный парк Юготлун. Здесь картина менее привлекательная. Сегодня по итогам нашего рейда мы видим, что семейный парк Юготлун очищен некачественно. Будет написано претензионное письмо в адрес подрядной организации по поводу очистки, по посыпке, по вывозу снега с территории парка. Сергей Дегтяренко отметил, что впредь такого быть не должно, поскольку парк является излюбленным местом отдыха горожан, особенно родителей с маленькими детьми, и попросил уделять уходу за парком больше внимания. Еще одно место, которое в последнее время вызывает нарекания жителей – перекресток вблизи семейного парка. Также мы сегодня осмотрели качество очистки перекрестка 65 лет Победы, улица Загородная, больничная, где у нас есть также претензии к подрядной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети города Сосногорска. Это перекресток посыпан недостаточно, имеется скользкость, имеется колейность, которую нужно устранить в кратчайшие сроки. В ходе сегодняшнего рейда обсудили и еще один важный вопрос – обустройство на этом перекрестке пешеходных переходов и подходов к ним. Сергей Дегтяренко дал поручение проработать этот вопрос детально, так как этим перекрестком пользуется большое количество пешеходов, идущих по направлению к ЦРБ. Вопрос о возможности устройства пешеходных переходов и тротуарной части будет вынесен на очередную комиссию по безопасности дорожного движения при администрации муниципального района Сосногорск, где специалисты ГИБДД выскажут свое мнение по этому поводу. Завершился день контроля городскими дворами. Как отметила Виктория Гоголева, жалобы от горожан на некачественную очистку придомовых территорий в управление ЖКХ поступают. И на каждую службу управления реагируют. У нас имеются графики очистки, предоставленные управляющими компаниями. Мы ездим, проверяем. Отдел муниципального контроля осуществляет проверку. И в случае выявления, если двор почищен некачественно, вообще не почищен, будет выписано предупреждение управляющей компании со сроками устранения замечаний. В случае, если они не будут устранены, управляющей компании будет выдано предписание с дальнейшим применением мер административной ответственности. Глава муниципалитета поручил усилить работу в этом направлении. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
293 нарушения правил дорожного движения выявлено инспекторами ДПС за минувшую неделю. 22 нарушителя среди пешеходов. Один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Всего же за предпоследнюю неделю января на дорогах города и района произошло 9 ДТП. Все с материальным ущербом. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим, а также помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности. Напоминают сотрудники и то, что для удобства водителей ряд услуг по линии ГИБДД можно получить, не выходя из дома. Это бесконтактный документооборот, 30% скидка при оплате госпошлины, в том числе при получении водительского удостоверения. Можно осуществить регистрационные действия в ГИБДД, то есть записаться на определенное время, которое удобно для вас в тот или иной день, в то или иное время, заполнить заявление, которое там имеется в бланке, потом прийти в установленное время, в которое вы записались, со всеми уже готовыми документами. Сотрудники ГИБДД зарегистрируют ваше транспортное средство, либо окажут помощь, окажут услугу в выдаче водительского удостоверения. Мусорный вопрос обсудили на минувшей неделе в рамках прямой линии, которая прошла в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. На вопросы граждан, которых было немало, отвечал региональный оператор Ухта-Жилфонд, который с 1 ноября прошлого года предоставляет услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. О чем спрашивали представители компании в нашем материале. 3 месяца в работе, но проблемы и вопросы у населения остаются. Среди основных претензий к региональному оператору – где подписанный договор. Согласно федерального закона номер 89, а также Гражданского кодекса, этот договор является публичной офертой, а значит, заключение его в письменном виде не обязательно. А вот изменения в жилищном кодексе предусматривают обязательность платежей за вывоз ТКО, как за коммунальную услугу. Соответственно, за нее придется платить. Но здесь возникает вопрос «за что?». Жительница Сосногорска рассказала, что у нее есть жилой дом в черте города, но рядом нет ни одного мусорного контейнера, а значит, услуга не оказывается. Действительно, сейчас почти по всей республике существует такая проблема. Это отсутствие контейнерных площадок, и контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. Мы, конечно, стараемся эту проблему решить, но не везде получается. Вы можете написать в наш адрес письмо с просьбой, чтобы мы прислали представителя для составления акта о неоказании услуг. Совместно с этим представителем составить акт и отправить в наш адрес. На основании акта мы можем произвести перерасчет по вашим домам, в вашем случае. Перерасчет будет произведен и для жителей труднодоступных населенных пунктов. Житель поселка Керки посетовал, что живет за рекой, летом машинам туда не добраться. Эта же проблема беспокоит и жителей деревень Винла, Порожск, Аким. Смотрите, как мы действуем в этой ситуации. То есть, если мы летом или в какой-то другой период не можем оказать эту услугу, мы будем производить перерасчет жителям при неоказании услуги. А вот устюгтинцы переживают по другому поводу. Почти у всех есть бани с печами, у некоторых печи есть в домах. При этом есть и централизованное отопление. Тариф за вывоз мусора при централизованном отоплении почти в 2 раза выше, чем при печном. Сейчас в действующем законодательстве норматив накопления регулируется приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. В этом приказе конкретно прописано, что норматив накопления предусмотрен только для домов либо с централизованным отоплением, без наличия печного, либо для домов с печным отоплением без наличия централизованного. То есть получается, что для комбинированного норматив накопления не предусмотрен. И получается, что мы применяем норматив для домов с комбинированным отоплением как по централизованному. Эту проблему придется решать на уровне министерства. А вот изменить ситуацию, когда плата приходит на зарегистрированных, но не проживающих в квартире членов семей, могут сами потребители. Для этого нужно предоставить в Ухта-Жилфонд справку от участкового о том, что человек в квартире не проживает. Либо, если человек учится или работает в другом городе, также справку, подтверждающую этот факт. После будет сделан перерасчет. Стоит добавить, что по любому вопросу, который так или иначе связан с мусором, в первую очередь нужно звонить региональному оператору или его представителю на территории. Телефон на ваших экранах.
Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Есть в морозном январе день, окрашенный радостным настроением. Это 25 января. Именно в этот день, в 1755 году, императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. И с тех пор все студенты Татьянин день считают своим праздником. Каждый день и каждую минуту мы учимся. Это наилучшее время в жизни человека. Это годы, посвященные поискам истины, творчества, стремлению совершенства. Годы, неповторимые становлением личности. Этот день студенты Сосногорского технологического техникума отметили зарядкой для ума. Интеллектуальная викторина «Своя игра» собрала представителей всего студенческого сообщества. В эрудиции состязались 9 команд. Звучали вопросы на самые разные темы. Не обошлось и без логических задачек. Студенты всех групп старались и бурно обсуждали ответы. Каждый стремился к победе, но игра есть игра. Поэтому из 9 команд лидерами стали только 3. Но при этом хорошее настроение было обеспечено всем. Ведь студенческие годы – это самый памятный, насыщенный различными событиями и счастливыми мгновениями период жизни. Нет места для скуки и у сосногорских студентов. А вечером того же дня уже традиционно 3-й год подряд Дом культуры «Горизонт» принимал в своих стенах гостей и участников кадетского бала. Елена Двожик окунулась в эпоху 19-го столетия. Девушки с красивыми прическами, в бальных платьях и кружевах. Бравые молодые люди им подстать. Думаете, это герои прошлого века? Речь идет о самом настоящем кадетском бале нашего времени. Величественный полонез, веселая полька и другие всем известные танцы. А вот это, например, испанский вальс, по-другому – танец дружбы. Участие в этом мероприятии приняли старшеклассники школ города и района. По словам организаторов, стать участником кадетского бала может каждый. Главное – проявить желание. Они объединяют, они воспитывают ребят. На глазах они становятся светлее, чище, галантнее, обаятельнее и дружнее. Все строго и серьезно. За выступлениями следит жюри, в составе которого те, кто не понаслышке разбирается в танце. В этот день гостей называли дамами и господами, герцогами и герцогинями, баронами и баронессами. Я считаю, что такие мероприятия поднимают культурный дух нашей молодежи. Вы считаете, почему? Согласна полностью с Леоной. Это очень интересно и очень красиво и заряжает. Все участники были в хорошем настроении. Это можно было понять по улыбкам на их лицах. Но где же еще сейчас можно окунуться в другое время и закружиться в волшебных танцах прошлых лет? И старшеклассники Сосногорска этой возможностью в очередной раз с удовольствием воспользовались и продемонстрировали не только отличную физическую форму, но и галантность и отточенные изящные манеры. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские спортсмены на минувшей неделе показали отличные результаты. Так самбисты взяли 11 призовых мест на первенстве Коми и республиканском турнире. Соревнования прошли в Ухте. В них приняло участие почти 200 спортсменов практически со всей республики. По результатам успешных выступлений копилка сосногорских самбистов пополнилась 6 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой наградами. А вот сосногорские лыжники Александр Шалауров, Людмила Удалова, Владимир Рыженко и Геннадий Бобров приняли участие в марафоне, который прошел в Вологодской области. В этом году в нем приняло участие около 400 спортсменов. В своей возрастной группе на дистанции 25 километров Людмила Удалова взяла золото. Эту же дистанцию бежал Владимир Рыженко, но у него 47 место. В свою очередь Геннадий Бобров и Александр Шалауров бежали 50 километров. У них 8 и 14 место соответственно. В завершении выпуска о погоде. В первой половине недели циклоны начнут постепенно вытеснять сильные морозы за Урал. По прогнозам республиканских синоптиков, температура ночью будет колебаться от минус 16 до минус 25 градусов, а вот днем будет гораздо теплее. В среднем ожидается минус 11 градусов. В большинстве районов в течение недели пройдет небольшой снег. Но в южные районы Коми в середине недели теплый атмосферный фронт Балтийского циклона принесет более интенсивные снегопады и повышение температуры до минус 3, минус 6 градусов.
А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.